коротко расскажу. Значит, каждый, наверное, хоть раз в жизни попадал в какие-то дорожно-транспортные происшествия, связанные с велосипедом. Ну, если еще не попадал, то обязательно попадет, потому что движение интенсивное очень в городе, на трассе, да, и все мы любим полихачить по лесу, покататься. Вот. Поэтому очень важный аспект – медицинская помощь вот, при черепно-мозговых травмах. Нет, курточку не надо снимать. Прямо с курточкой вот сюда. Оденьте курточку, как это. Режьте на пол, пожалуйста. Вот он попал. Да, прям вот смотрите, все. Мы тебя потом химчистку. Значит, его нужно, во-первых, положить на правый бок. Та нога, которая сверху согнута. Согнуть здесь. Колень. Вот. Голову приподнять, если это возможно. Вот в этой позиции мы ждем. Почему мы делаем такой упор? Чтобы он у вас не завалился. Почему локоть ставим? Чтобы он, так сказать, не захлебнулся. Вдруг у него пойдет там что-то. Прямая голова дает возможность ему хорошо дышать. Понятно, да? Вот эта позиция, если вы ничего не знаете. Стоп. Все. Дальше мы ждем кого? Спасибо большое вам. Давайте голову перебьем. Да. Секундочку, мы сейчас дойдем до Да, этого. пожалуйста. Теперь. Можно, пожалуйста, бинтик? Да, пожалуйста. Итак, переходим, стало быть, к ранам. Практически, да. Раны волосистой части головы, чем они опасны? Ну, мы сейчас не будем рану делать, да? Мы не будем, мы просто расскажем, Да. чем они опасны. Опасны они тем, что в подкожной клетчатке идут сосуды, которые называются синусы. Синусы отличаются от обычных сосудов тем, что в них нету никаких клапанов. То есть, если кровь оттуда течет, она течет оттуда без остановки. То есть, она течет. Какие-то попытки зажать пальцем бесполезны, потому что она натекает в рану и оттуда течет. Ее нужно останавливать, эту рану, это кровотечение нужно на протяжении сосуда. То есть, вот если, допустим, рана в таком направлении идет, мы пальцем сначала пробуем с одной стороны надавить на края раны. Если видим, что кровь продолжает течь, нажимаем с другой. Соответственно, сосуд пережимается, кровотечение останавливается. Это временная остановка кровотечения. Она необходима, чтобы уменьшить кровопотерю. Ну, дальше, соответственно, берем бинтик и начинаем волшебство. Правильно. Кто мне поможет? Девушка, пожалуйста. Значит, давайте начнем с чепчика. Оно очень хорошо запоминается, очень наглядно. Значит, что мы делаем? Отрываем небольшой кусочек бинтика. Вот таким образом. Если у нас человек в сознании, он берет сам эти завязочки и натягивает их немножко. Сводить их не надо, их нужно немножко развести в сторону. Это у нас основная такая фиксирующая часть. Что мы делаем дальше? Дальше мы накладываем туры вокруг головы. Тур это один оборот бинтика. Если поединять. Таким образом. То есть первые два оборота просто фиксируем вокруг головы. Съехал чепчик. Так, здесь он у нас скользит немножко, да. Значит, что делаем дальше? Пожалуйста. Будем тренироваться. Дальше мы делаем оборот вокруг бинтика. Вот этого бинтика. Оборот. Да. Полный оборот. И идем снова дальше. То есть у нас получилась небольшая фиксация. То же самое делаем со второй стороны. Со второй стороны. Замечательно. И идем вперед. И дальше мы для того, чтобы покрыть полностью волосистую часть головы, уходим чуть выше. Чуть выше. То есть следующий уже оборот выше. Снова оборачиваем. Пожалуйста. Снова оборачиваем. Опять же чуть выше сзади идем. Перематываем. Уже еще выше. Хорошо. Вот окончательный у нас результат такой.